Меня зовут Болот Темиров. Я журналист-расследователь. Я основал команду YouTube-каналов Темиров Лайф и ITTC. Мы журналисты, акыны, менеджеры, операторы. Занимаемся расследованиями высших органов власти Кыргызстана. А также делаем аналитические и социальные репортажи на острые, актуальные для страны темы. Практически со дня нашего основания мы являемся объектом преследования со стороны властей. На меня нападали, подкидывали наркотики, возбуждали множество уголовных дел. А в конце 2022 года меня депортировали в Россию с надеждой, что меня мобилизуют или арестуют. Но этого не произошло. И мы продолжили свою журналистскую и творческую работу. 16 января Министерство внутренних дел Кыргызстана арестовало 11 человек, в том числе мою супругу Махват Таджибеккызы, ныне директора команды. Это действующие журналисты и даже бывшие наши сотрудники, которые давно уже работают в других редакциях. Уголовное дело возбуждено по статье «Призывы к массовым беспорядкам». В обосновании они сами признают, что призывов не обнаружили. Обнаружили лишь критику власти или, как они называют, дискредитацию. Якобы это может привести к массовым беспорядкам. То есть состава преступления нет и никогда не было. А все следователи, эксперты, прокуроры и судьи, которые причастны к этому делу, в будущем в правовом Кыргызстане должны будут сидеть в тюрьме за незаконные задержания. А теперь я скажу, что может привести к массовым беспорядкам и возмущению народа. Это ваши ханские замашки, ваши из ниоткуда взявшиеся дорогие машины, дорогие полеты на частных самолетах. Это разворовывание государства, ваши рейдерские захваты предприятий, ваши репрессии, которые вы устроили против инакомыслящих и критиков. С 16 января по сегодняшний день вы держали наших ребят и девчат в ИВС, хотя там держат не более 2 суток. Без условий для долгого пребывания в холодильных камерах со средней температурой в 12 градусов. Каждый день по 2-3 часа допрашивали без адвокатов, угрожая и шантажируя. В ходе обыска вы забрали свидетельство о рождении нашего с Махват сына и угрожали ей в ИВС, что сдадите его в детский дом. Вы хуже фашистов. Знайте это. Я также знаю, о чем вы допрашиваете наших ребят и девчат. И что вы ищете в наших оборудованиях, которые вы незаконно изъяли. Вы ищете то, чего у нас нет и никогда не было. Вы спрашиваете их про эту фотографию, где сын президента сидит за одним столом с криминалом Узбекистана. По сообщениям СМИ, в декабре одного из людей на фотографии арестовало МВД Узбекистана. И через месяц эта фотография появляется в соцсетях. И скажите мне, при чем тут мы? Вы не можете поверить, что даже в соседних странах вас недолюбливают? Вам легче поверить, что во всем виноваты журналисты? Я обращаюсь к Садыру Джапарову и Хамчебеку Ташиеву не как к президенту и главе ГКМБ, а как к мерзким бандитам. Единственный способ прекратить наши журналистские расследования – это закрыть все дела на 11 наших бывших и действующих сотрудников. Отпустить их. И когда я буду убежден, что они будут в безопасности в странах, где работают законы, а не бандитские понятия, то я вам даю свое слово, что прилечу в Кыргызстан. И вы сможете нейтрализовать меня. А до этого я буду продолжать выпускать факты о вашей антигосударственной деятельности. Поверьте, вы наследили так, что найти эти данные не так сложно. Я также обращаюсь к международным инстанциям и организациям. Фактически этими арестами двое во власти взяли их в заложники, и они подвергаются издевательствам, пыткам, угрозам и шантажу. Если вы сейчас не отреагируете на это, то в Кыргызстане начнутся тотальные репрессии наподобие тех, какие были в Советском Союзе в 1937 году.